Спасибо, Муратбеке, что согласились продолжить передачу. Вот у меня вопрос был насчет новоизбранного президента нашего. Если говорить об общем количестве проголосовавших, то где-то 80% за него отдали голоса, по официальным данным. А если просто говорить вообще об избирателях, то где-то 1/4. Ну, там очень много не пришло на выборы. И в этой связи вот та информация, которая была озвучена в вашей статье, это был наш сознательный выбор вот насчет проекта договора, готовящегося между правительством и компанией Fortescue Metal Group, точнее их дочерней компанией, там Future Industries, да, по-моему. Вот как вы считаете, если вот эта шокирующая умы здравомыслящих людей, экспертов, аналитиков, рядовых граждан информация об этом договоре дойдет до новоизбранного президента, как он вообще отреагирует и как вообще будут развиваться дальнейшие события? Ну, давайте вот я разделю такие две вещи, чтобы вы понимали. Вот эти выборы состояли из двух частей. Первая – это предвыборная кампания. Вторая – это непосредственно уже выборы. Ну, как прошла предвыборная кампания, в принципе, все поняли, что административный ресурс, он был абсолютно такой под давлением. Ну, очень серьезно, я потому что интересовался, говорил с людьми, ну и вообще там вот билборды висели, все. Это было, все направлено на одного человека. То есть административный ресурс работал на даже 200% больше. Ну, возможно, так деньги там не раздавали, это действительно. Сами выборы не стали рисковать. Они сказали, давай так, кто придет, тот придет. И действительно пришло там, как я помню, 34,5%, да? Ну, грубо говоря, треть населения пришла. 2/3 не пришли. И вот я сначала отвечу на вот этот вопрос, что будет, как вы говорите, если до президента дойдет информация о вот этом подготавливаемом проекте. Вы знаете, вот чтобы вы были не наивными. А вы что думаете, этот договор вне контекста, это вообще все, на чем он стоит, почва, все его убеждения, все его уверенности, они и основаны на том, что вот этот договор будет реализован, что деньги потекут рекой, и только это основа его обещаний о каком-то экономическом чуде, о каком-то прорыве, о каком-то увеличении пенсии и тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. То есть это именно то, на чем он стоит, это почва под его ногами. Так что он об этом прекрасно знает, и для реализации претворения этого проекта в жизнь, собственно-то, его протолкнули туда. Если эту почву из-под ног убрать, вы обнаружите, что, знаете, даже когда пустота снаружи каким-то многообразием прикрыта, то внутри она не перестает оставаться пустотой. Когда вот эти все тра-та-та уберутся, и люди отрезвеют, они поймут, что на самом деле он был пустой. Вот это и есть фейк. Вот это, вот если говорить фейк, вот это и есть фейк. Я не имею лично к нему претензий, потому что лично я считаю, что эти ребята просто не совсем дальновидно себе представляют, что их ожидает, лично их во взаимоотношениях, когда на них начнут давить, когда им начнут условно приказывать, когда ими помыкать. Это мы будем внешне выглядеть какого-то уверенного главу государства. А в руках других людей, в руках крупного бизнеса транснационального, он будет выглядеть, как подчиненный перед командиром. Вот по поводу выборов я вам тогда скажу, примерно так, чтобы вы понимали. Вот что касается выборов, чтобы вы примерно поняли, да. Вот представим, разделим, да, вот представим себе, что вот это общественное сознание, разделим его на 3 части. Вот это 1/3, она на выборы пошла. 2/3 на выборы не пришли. Вот такая огромная часть. Даже можно вот здесь вот эту часть убрать. Вот это люди, которые на выборы не пришли. Вот эти пришли. Если еще учесть, что здесь какая-то часть, отдала голоса другим, то мы тогда вот здесь обнаружим вот такую вещь, да?
Вот это, тогда это превращается, ну в реальность, с чем поспорить нельзя, это превращается в 1/4 часть всех вот этих избирателей. А 3/4, это превращается в 3/4, это которые как бы были против него. Вот что у нас происходит? Вот чтобы вы понимали, да, почему вот эти, скажем, сторонники, да, этого президента, они как бы выглядят сильнее. Вот как так может быть? 75% выглядят, ну, как бы слабыми, беспомощными и бессильными, а вот эти люди выглядят сильнее. Один вопрос, Мурат Баке. Вот те, которые не пришли, ну, мы же не знаем, за кого они проголосовали бы, если бы пришли. Вы знаете, я так скажу, неприход на выборы примерно говорит о том, что люди вообще перестали доверять каким-либо политическим процессам. Вот эта их аполитичность, да, она как раз и говорит, что им, это на самом деле в мире происходит, им просто обрыдла уже и система выборов. Им обрыдла вот эта политические партии, вот эти президенты, им все это обрыдло. То есть у них, то, что мы называем, есть такие моменты, да, ну как в простоте это выражение доверия, да? То есть неверие, просто неверие. Они да? просто не благословляют систему. Теперь смотрите, что вот здесь происходит. Как ни крути, вот этот социальный организм представляет собой такую совокупность, как, ну скажем, совокупный ум. Если вот эта совокупность не будет превращена в коллективный разум, то есть совокупность в коллективность, да, то она останется пустой. Так вот в этой части совокупности удалось на 1/4 сформировать коллективный разум. Вот эти люди, они на этот момент были, вот как в песне поется, связанные одной целью. У них была идея. У них была олицетворенная идея, и по большому счету я не могу им предъявлять претензии. Почему? Потому что вот здесь, условно, если взять совокупность, то представьте себе, что в ней существуют на невидимом плане некоторые такие линии электропередач. И когда по ним ток начинает двигаться, возникает такое воодушевление, да, какой-то энтузиазм возникает. Да? Так вот, представьте себе вот город Бишкек, в котором везде выключили свет и дали только в 7-м микрорайоне там, или 8-м. Понимаете? Значит, в этой части горит свет, люди чайники ставят, там музыку слушают, танцуют, веселятся, а в остальной части города просто выключен свет. То есть удалось таки политтехнологическими способами вот здесь запустить по линиям электропередач, ну так, в кавычках, запустить свет. Здесь загорелось. Я им по большому счету завидую. Почему? Потому что это такое воодушевление, подъем. Они действительно радуются. Они искренне радуются результатам выборов. Да? Только теперь вопрос. Куда это двинется? В сторону увеличения? Вот сюда, сюда, сюда. То есть завоевание симпатии граждан, чтобы это превратилось в коллективный разум всей страны? Это один вариант. А второй вариант – это пойти на уменьшение, соответственно, вот здесь энтузиазм будет падать, 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 а это очень опасно. Вот просто представьте себе женщину, ну, обманутую, разочарованную женщину. Вот просто. И вот теперь представьте себе электорат, который обманулся, и надежды которых, ну, просто не обещают быть исполнены, или они могут быть исполнены, но за счет таких средств, которые просто, знаешь, они скажут, лучше бы я с голоду умер, чем вот эти вещи. Вот как раз здесь вот загорелось, да? Теперь вся проблема заключается в том, что вот здесь практически опустошение. А это приводит к некой такой, очень такой большой форме социальной депрессии. Вот, скажем, в книге «Путь к чистому государству, обществу и религии» она вся построена на том, как вот эту систему совокупный ум превратить в коллективный разум. То есть, как быть связанными одной целью всех. Это не маршировать там с речевками и песнями. Просто абсолютно поставив перед умами людей какой-то общий интерес, вообще общность интересов. На самом деле в мире 99% людей, и в нашей стране, они имеют общность интересов.
Ну, просто элементарно, в быту жить нормально, образование доступное, здравоохранение доступное и прочее, коммуникации, тарифы, ну более-менее, да. Поэтому здесь вот нужно в этом плане двигаться. Я боюсь, что вот это начнет, вот знаете, так вот, очень целенаправленно, планомерно. Их можно разделить, знаете, на таких вот очень такая маленькая часть людей, да, это вот даже вот такая малюсенькая часть людей, это, скажем, как из которых, вот если по аналогии взять, фанаты сект, националисты там. То есть им, что бы ни случилось, они сделали выбор, даже они будут знать, что это ошибочный выбор, но они будут упорно стоять на своем и сказать, мы умрем, но вместе, вот все. Это такая группа, это тоже не больше, знаете, 1% населения, которая останется при вот этом. А вот эта часть, да, которая, если, первое, если обещанные, допустим, какие-то вот эти достижения, которые им обещают, первое, либо они вообще не будут выполнены, либо они будут выполнены, и им станет понятно, за счет чего это выполняется, да, тогда мы можем на какой-то момент увидеть вот такую картину. Ну, такое медленно, вот смотрите, раз, потом раз. А вы представляете, да, то есть свет выключается, да, даже в 7-м микрорайоне, да, ну, условно, в пару домах остался свет вот здесь. Так они тоже будут, как бы, они же будут понимать, что ничего, собственно, не произошло, да, возможно, даже в конечном итоге вообще вот это сотрется. Это положение, да, я не знаю ни китайцев, ни Великобританию, я не знаю такую страну мира, которая могла бы, мы вообще все равно делаем своими руками. Если и делают, я же говорю, как конкистадоры приходили в Америку, подкупали элиты, а потом просто в рабство обращали граждан. Так вот, вот это все равно делается в конечном итоге нашими руками. Все, мы своими руками. Ну, мы же палкой их не гнали, они действительно пошли, они плакали, они вон там танцы танцевали, песни пели. Я им завидую, я говорю, ну, по крайней мере, какое-то время людям будет весело. Ну, тоже же хорошо. Хоть немножко повеселиться, понимаешь? Ну вот испытать надежду, поплакать, помолиться, поставить какую-нибудь фотографию большую, поставить на колени, сказать, Господи, наконец-то ты там явление Христа народу сделал, да? Это тоже, ну, хоть какой-то, ну, вот когда женщина, например, вышла замуж, да, и до того, как ее муж бросит, изменит ей, она же в какой-то момент испытывает, ну, определенную эйфорию. Весь вопрос в том, что все равно в конечном итоге вот не надо преуменьшать возможности социума. Если правильно вот выстроены общественные, политические, социально-экономические отношения, да, определенным образом, эта система будет работать, любая. Даже вот когда мне говорят, да, я, говорит, не представляю себе, да, ну, такая ситуация, мировой кризис, да, ну, я говорю, послушайте, ну вот 17-й год, возьмите, революция произошла. Это тотальная разруха. Это катастрофа, вообще ничего не работает. И тем не менее, как бы человек, он вообще так, сущность такая, он будет стараться выживать. И вот инстинкт самосохранения, самое главное, что иметь определенную форму управляемости. Желательно, чтобы она была надежной. Желательно, чтобы вот чем больше, вот большевики же тоже пытались что сделать? Они же вот так тоже завоевывали, да? Кто-то считал, что это обманутые, ну, да, не получится ничего. Кто-то вот так. И они постепенно вот этой советизацией, и в какой-то момент им удалось, это в социальном плане, им удалось вот эту часть, как бы, вот как электрификация всей России была же, да? Вот как электрификация, было потихонечку подъем энтузиазма. И в принципе, за исключением кулаков, я вообще сейчас говорю не о политической составляющей, а о социальной, им удалось, скажем, зажечь свет на большей части, ну, оставив какую-то маленькую часть. И вот преобладание вот этого социального подъема, оно дало возможность и более в кратчайшие сроки мобилизовать экономику, и выиграть в Великой Отечественной войне, и восстановление, после войны вообще оно зажглось практически все, за исключением одной клетки, там, 2. Оно зажглось, и удалось вот это восстановить, прорывы определенные. Потом начало происходить постепенное разочарование. Но люди стали понимать, что говорится одно, а внутри блат возникает, там, торгашество, протекция. Ну вот эти все вещи. И постепенно вот это и было предметом исследования моего отца.
почему развалился Советский Союз. И попытка, что надо делать, чтобы он не развалился. Моя задача сейчас, как бы она и большая в масштабе мира, но в масштабе нашей страны меньше. Я сейчас смотрю, как бы не развалился Кыргызстан. Сначала он в уме разваливается, в сердце разваливается. То есть, если у нас в сердце будут руины, в уме будут руины, то на бумаге государства это будет просто, знаете, как профанация. А мы к этому движемся. И пока что в какую-то государственность верит только вот эта часть обрисованная, которая показала 25%. Но скоро и они перестанут верить. И вот тогда надо будет подключать некоторые такие реальные механизмы, да? Но это должно быть некое такое обновление, что я могу сказать вполне ответственно. В современном мире я просто даже не знаю ни одного аналитика, ни одного, скажем, такого идеолога какого-то, который мог бы предложить что-то взамен. Ни в Англиях их не существует, ни в Америках, ни в Германиях. В России еще есть попытки, как же нам предложить какую-то форму обустройства общества. Но даже она, при всех их экспериментах, она еще в стадии экспериментов. Поэтому я считаю, что более-менее как бы такая цельная доктрина, она у нас есть. Вот мы на нашем вот этом сайте, мы ее предлагаем. Я даже считаю, что от безвыходности, ну, когда уже вообще ничего не останется, когда это, нам придется так или иначе к этому приходить. Это будет новое. Этого действительно нигде нет. И даже вначале кто-то будет сомневаться в чем-то, но я уверен, что на каком-то моменте, ну, люди бы сказали: слушай, ну вот это да, они просто шокировали нас. Они просто пошли по правильному пути. И вот именно на этот случай, я вообще как бы времена и сроки у Бога, да, а то, что оно в модели, в алгоритме приходит к этому, я не сомневался ни 15 лет назад. Ни 10 лет назад, тем более, ни 5 лет назад, ни теперь. То есть мы подошли вплотную исторически вот к 2021 году, что нам просто надо переходить на эту модель. Иначе просто, ну, тогда мы в пропасть упадем. Вот это по поводу выборов, я скажу. Так что, как говорится, поживем, увидим.